Если не возражаете, мы введем вас значит, в совет, если не будете. Да, поэтому мы кооптируем, если есть других предложений не будет. Марат Ашеевич из членов Совет интеллигенции Кыргызстана. Да. Вы, наверное, все его знаете, это народный писатель, драматург. В общем, самый интеллигентнейший человек. Да это нам не надо говорить, мы все знаем. И мы с ним, соответственно, были еще в первом, как говорится, легендарном парламенте. Оба. Поэтому, если не возражаете, значит, я ставлю на голосование о внесении, значит, в Совет и избрание в Совет интеллигенции из членов Совета, значит, Совет Марата Ашеевича Ваджиева. Кто за, прошу голосовать. Против, вообще, воздержавшийся? Нет. Я воздержался. Теперь переходим к основному нашему вопросу. Это принятие обращения Ассоциации интеллигенции, Общественной палаты к народу и руководству страны. То, когда мы провели в 2012 году съезд интеллигенции, выступили такие люди, вот, которые здесь многие сидят, присутствуют, значит, и многое было, значит, просили бывшее руководство этого Атамбаева, просили. А президент Роза была в это время? Нет, Атамбаев, уже 12 год, да. И просили его, значит, прислушаться к голосу интеллигенции. Он не прислушивался, он даже не пригласил интеллигенцию, чтобы посоветоваться с ней. Даже мы ему внесли эту книгу, ему вручили, там, понимаете, вот этот Джеймбеков, он был у нас, присутствовал, этот, спикером тогда был, брат этого Джеймбекова. Теперь мы обратились, значит, уже к новому руководству, после о том, чтобы услышать интеллигенцию. Опять нас не услышали. Опять все это происходит, понимаете, сейчас мы опять обращение такое делаем. Мы а вот как вы думаете, Руслан Надыканович, вот сейчас послушают? Понимаете, если себя сегодня, понимаете, люди окружают, если тогда не слушают, люди окружают людей, которые угодничают, понимаешь? Это угодники, которые сегодня, они стремятся, это все приведет к тому, что было и ранее, при первой, второй и третьей революции. Надо прислушаться, да. Не революции, к переворотам там. Да. Поэтому надо сегодня, еще раз говорю, новому руководству прислушаться, не собирать там толпу, которая на тебя угодничает и тебе говорит. А сегодня, значит, взять в первую очередь, нужно было позвать интеллигенцию, посоветоваться, что нужно, как нужно, где нарушение Конституции, где не нарушение Конституции. Потому что идет назначение, нарушают одно за другим. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Поэтому нас сегодня, еще раз говорю, ни одно государство еще не признало. Понимаете, ни одно государство не признало. Сегодня вот там и говорят, что там Казакбаев ездит и говорит о том, что там первая поездка будет. В качестве кого будет первая поездка? Я вот это должен. Теперь вот наш президент, который исполняющий обязанности, заявил о том, что сдаст полномочия и будет выбираться. Кому он сдаст полномочия? Это вы не задались Новикову он сказал. Какому Новику? Вот этому мальчику. Это опять нарушение Конституции. Нет, это одно нарушение за другим. Конституция сказано, и он не имеет права избираться. Когда вот Роза была, вот Атамбаева. Это Текебаев сделал, чтобы не стал на президента. Он сам хотел президентом быть. Копайте глубже. Вот, поэтому, не имеет права. Вот поэтому я хотел... А в Казахстане, Узбекистане его избирают президентом. Он идет как простой гражданин. Он сдает все властные полномочия. А до этого был же он его? Ну да. Ну о чем вся собака тут зарыта? А как и он уже не имеет. Не имеет права по Конституции. И вот он. Почему-то перебздел, что Роза станет президентом. В этом обращении мы говорим, чтобы был выборы 20 декабря, да? Нет, как? Ну, я просто мое предложение. Она же судом уже отменен. Нет, еще не до конца. Сейчас Мамырхамбай скажет. Тем более. Поэтому мы просто насчет этого, может, уберем. Зачем? Уже Нет, сейчас мы предложение вы считаете убрать. Но я к чему говорю? Если мы будем так собираться и быстро не принимать свои обращения, тогда
Еще через месяц да. будет. А если да. мы еще раз Актуальность соберемся, и потеряется. тогда, вот, Доклад конечно, все. номер. Поэтому, если мы это обращение завтра, чтобы уже было в Да. печати, Да. Надо. тогда мы все это идем в колею и обращение проходит. Вот. Я хотел бы сказать, что вот сейчас каждый, чтобы коротко высказался по вот двух. Значит, нам из двух обращений, которые мы, значит, сделали, мы давайте поручим, вот здесь сидит Белек Адыканыч, и мне, если вы, значит, доверяете, я из двух, значит, сделаю конфетку, как вы говорите, Да. учту, значит, Не-не. черные и красные зоны не буду учитывать. У меня спрашивают, почему вы в коричневом? Я говорю, потому что я не красный и не черный. Я поэтому коричневый ношу. Ну, еще хуже. То есть ни нашим, ни вашим. Нет, я свой. Вот. Поэтому Серый, да, по-русски. Да. нет, я пошутил, дайте пошутить. Давай, Теперь, потом я пошучу. да, теперь я хотел бы так, что если вы поручите, буквально мы сегодня же сделаем, сегодня не Абсолютно откладываем. верно, да. И сегодня мы хотели, потому что Блиндина просила, чтобы мы ей скинули прямо этот текст, и она завтра уже выйдет Чуйские известия и это, как еще какая-то там. Для вас. А может Для быть, вы вас. его зачитаете в интернете, и мы вот камера Подожди, стоит, подожди. и сразу Нет, его... Давай, подожди, обсудим будут сперва текст. обсудим. Обсудим текст, потом будем говорить, как-то Теперь, выдвигать. теперь, значит, все, я хотел бы вот это вам сказать, если вы доверяете, прошу, значит, доверяйте Конечно, нам. доверяем, Да. У меня есть А теперь, значит, пожалуйста, предложение. Султан, обязательно. Пожалуйста, Марк Ташевич, предложение, записывайте. Ну, Глеб Молдавович, можете не записывать. Вы понимаете, Молдавович, я не знаю, как вам, мне стыдно за мое государство, за мою нацию. Вот он сидит, Рустамович, один из тех. Ты был, там сидел у нас. Вы что, о таком государстве думали? Я, когда создавали, мы думали, что будет самостоятельно то-то, то-то. Через 1000 лет мы это получили после смерти Манаса. Бардак, Павла. Улам Сейтек Чайлеса, там Манас Мудайда. Сейтек это абстрактное, это придуманное. Вот Манас скончался, может быть, появится Сейтек, который будет возглавлять кыргызское государство. Вот Сейтеком, Акаев Тесек сами знают, чем кончилось. Бакиев Тесек знает, чем кончилось. Верки Тесек чем кончилось. Атамбаева чем кончилось. Вот это большая трагедия нашего народа. Она Мудайда Валдарова. Вот поймите меня, старого хрыча, Аксакалда Селегель, Валтрыптыни, Сакала Минтипанамалян, умный слов. Нет, конкретно. Мы в другом веке живем, в Опыльгун. Не вот это болтология. И я бы предложил так. В чем ошибка, трагедия нашего народа и государства? Почему вы цитируете Манаса и не знаете, что произошло с этим великим вождем? В чем было величие и в чем была трагедия? Влезимир Башар, охуайсимир Манаста. Вот о чем идет речь. Не хочу облегчиться. Я давно вот хорошо, что вот пригласил Русланович, потому что, простите меня, писатели любят образами говорить. Он дойдет тогда. Вот в автобусе едут, женщины там, старый христ сидит, как я, в очках читает газеты. И женщины. Господи, говорит, женщины стоят, интеллигенция называется. Вот это, говорит, какая интеллигенция? Сейчас нет никакой интеллигенции. Если мы это говорит, а интеллигенции до хрена, автобусов мало. Поэтому мой призыв, если это интеллигенция, не просто на высшем рядаке, что мы хотим, в чем ошибка, и что происходит дальше, так оно и будет, там где-то нет. Мы должны конкретно выразить, что мы хотим. Я вот собирал Эмил Банда, ну, простите меня, когда мы по настоянию Черносторокулыча избрали Архаева, хотели избрать, звонок был, да, так. Ты помнишь, при тебе это все было? Ой, идите, моим этот, ой, Марташин, сизблешься. Он хороший, он ученый, не потянет, то я говорю, а геливерсин алкатай. Анткен манастел анчалахал манадам болгонмес, бирок жанында. Бакая ролча, ошой ролча, Акбалтасы ролча, чоролор бар ролча, геливерсин dedim de. И на следующий день я выступаю, он оказывается ночью самолет, и мы ездили. Она коркту, айтурейн да. Ой, гандерикен, потом
мы ему помогали, было нормально, потом, когда нас прогрел, это кончилась трагедия. Ананки Бакиев Гельгенде тоже чувствовал, что не туда идет. Она собрала всю интеллигенцию тоже там, специалисты, не просто, что он аксакал, по сельскому хозяйству, по энергетике, по истории, пошли, хаулалды везде. Давайте создадим советников при вас, от специалистов. Мапл дады, мне дал указ, этот отчет, она не состоял. Чем кончилась трагедия? Она, Гимбельгет, Алмаз Кальведер, она тоже с этим составом, я пошел, Гимбельгет, ой, как это прекрасно, а tas yaxşı вместе работали. Тогда, говорит, 5 чулигерниз dedi. Я скажу, что вас принял, dedi, Атамбаев. Она вдруг, он в среду мне звонит. Байка говорит, Барсам айтат, он не хочет. Не хочет, пошел, да, вдруг заматерился, порвал. И чем кончилось? Бардак пошел. Потому что, когда Бакиев создавал имени, вот эту многопартийную систему, оно тут в Арсе, не хочу хвастаться, каждый раз, когда меняли Конституцию, я выступал. Тут все это опубликовано, она мундай деген жерім бар да, чтобы вы знали, о чем идет речь. Тигеме кылганда партийной системе давайте, вот слушайте, что я пишу, цитирую, простите меня за несколько. Партии по существу являются не государственными, а общественными организациями. Почему у них должны быть особые привилегии? К тому же в партии могут объединять и сбор блатных, и шайка нищих. Где гарантия? При многопартийной системе никогда не будет стабильности в государстве, так как партии одно лишь Думу знает власть, Маяковская, одну пламенную страсть, власть. В борьбе за эту власть они будут бодаться между собой, кучковаться, чтобы сместить стоящих у власти, так оно и было. За все это народ будет рассчитываться растоптанными башнями, перекрытыми дорогами, расстрелянными сыновьями. Это я пишу в 7 году в газете. Біргана сөз, ана мұндай, болу жеңгесі, вот я составил новое имени, мен мұндай ойлаймын. Жөнелі айтқанымызды чеге, ана жамандай жеңгеден көтіне қыспайды, кесет бабалар. Надо конкретно. Не просто, Руслан, вот ты специалист, по свой специалист. Вот это сельское, вот так ты знаешь. Так? Что происходит в сельском хозяйстве? Что происходит в промышленности, в энергетике что происходит? Что происходит в стиле культуры? Что произошло? Ошоны барын тақтап тұрып, ай, мамдай улота. Нам безразлично, кто там сидит. Хоть кого посадить, но чтобы им выполняли то, что необходимо нашему народу. Я и говорил, и буду говорить, и вчера я разговаривал, что сегодня есть там 2-3 человека, которые могут повести страну за собой. Понимаете, которые могут, хотя о таких людях, значит, если их много критикуют, значит, они что-то делают. А если о них ничего не говорят, значит, они ничего не делают. Вот я сказал бы, вот все вот там критикуют Мадумарова, а он умный, толковый, знающий, работающий. Или сегодня Масадыков там, Талат, тоже умный, толковый, знающий. Но у него нет госуправления. Мы тоже должны об этом говорить. У него нет опыта государственного управления. Или вот там пришел, вот сейчас вот есть ли опыт государственного управления, кто-то из бывших этих? Да ни у кого нету. Опыт, здесь нужно еще государством управлять. Народом, чтобы народ тебя любил. Об этом идет речь. Поэтому эти вещи мы хотели бы, значит, потом обсудить и дать. Есть у вас это самое, согласны? Пожалуйста. Съезден уже давир жаңа обращение алыш керек. Ошолорго жаңа власть келет да жанагы. Решение съезда надо. Решением съезда кайрылыш керек да ошондо жанагы. Энергетика, горный боюнча, тала боюнча, Авша кемпир боюнча, жаш балдар боюнча, кыздар боюнча дегенде бар. Ошондо бир кабыл алып берсек, момундай кылыш керек. Биздин аялдан сырттан бүгүн кандай? Алар кандай тарбия көрүш керек балдарын? Аксакалдар кандай болуш керек? Жаштар кандай болуш керек? Ошондой кабыл алып макул десеңиз. Баягы жиним келгени бир чакырды бир партиялар мени. Жанагы эле чоң казат деген. Ана мына деп ана жиним келгени мындай дейт. Азыркы аксакалдар дейт, уча талашып отуруп алды дейт. Бул бир дейт. Ана чоң казат, ай бала, сен билесиң кыргыздын салтын? Уча дегенде президиум. Анан карайт, кто старше. Талашпайт эч качан. Эң аксакалына берет, бир күн улуу болсом дагы. Ол сүйүптүүнүн кийинкисине берет.
Saltı bilmeyi turasın oşundoy. Aksakal uça talaşpay, çıtı breş, cinim geldi. Ananda cinim geldi. Çoğungazat etay. Манасты білесіңер өздері? Çoğungazat кончилась трагедией кыргызского народа, который оплакивает 1000 лет. А ведь ничего подобного. Ошибка Манаса была, что повел на Китай агрессором и погиб, и загубил государство на 1000 лет. Понимаете, когда Бог понимаете, как это было? Уж он там надо очень, как тебе сказать, профессионально. Действительно, интеллигенция на протяжении вот длительного времени, история наша, и советская история, она себя показывала в таком, знаете, проявляла, во-первых, пассивность, во-вторых, малодушие, в-третьих, какой-то вот, ну я не знаю... Приспособленчество. Да, приспособленчество. Много этого было. Поэтому вот в нынешней ситуации, вот когда у нас действительно опаснейшая ситуация, очень опасно, это грозит просто исчезновению нашей государственности, и нашей нации. Страны, нации. И мы просто вот сидеть так не можем. Потом, если что-то случится, скажут, а вы где были? Почему вы молчали? И это поэтому скажут. Я считаю, что вот нам нужно, пускай, вот не нужно лояльность проявлять, вот где нужно акценты эти, вот нужно подчеркнуть. Не нужно, конечно, там какие-то обвинения бросать, вот такие нынешние власти, но все равно дать определенно понять им, что то, что они сейчас вытворяют, это недопустимо. Поэтому я поддерживаю, в принципе, в целом, вот эту тональность, которая вот сейчас в этом обращении. Вот, и думаю, что надо просто это нужно не сегодня, и прямо незамедлительно это. Незамедлительно. Да, ты права. И если не надо на личности. Да. Ситуацию проанализировать, в чем ситуация, в чем наша трагедия. Созданная ситуация. А что там, она и тот поет. Вот я говорил, Гасипольша, вот сейчас коррупция идет поет. Коррупционера сажает, а коррупция продолжается. Так же, как сифилис и туберкулез были неизлечимы, пока не нашли микроб этот. Надо, где микроб? Он в Конституции сидит. Что, как построено государство? Между нами говоря. Как хотите. Ты хоть кто? Интеллигенция молчит, это которая на зарплате. Они боятся выступить, так как с завтрашнего дня их уволят с работы. Конечно, будут молчать. Вот он, его слова. Я вот его цитирую, да? Вот. А сейчас никто у нас не по... Все мы на пенсионеры. Мы сейчас уже не получаем зарплату. Почему? Я работаю. Тебя спрашивают, не бойся. Все, вы сказали. А мы не боимся, поэтому не думайте, что мы боимся. Теперь нам нечего бояться. Кроме цепи нечего терять. Тюрьмы мы уже были, отсидели, мы первенцы, вот там, как говорится, этого, первенцы Троцкого или кого-то там. Вот. Так что нам бояться сейчас нечего. Нам надо правду говорить в лицо. Спасать государство. Спасать государство. И молчать не надо. Правильно вы сказали, что потом будут нас обвинять, что вы опять молчите. Вот тогда назовут нас действительно вшивыми интеллигентами. Вот моя статья, которую 2 месяца назад. Как называется? Да. Так и называется. Вот моя статья. Да. Билет сними потом. Вот. Вновь в опасности. Вновь в опасности. Поэтому мы сейчас это снимем. Да, надо снять и раздать. Ну, завтра это слово Христана выйдет, вот это предисловие, которое я посмотрел. Хорошо. Да. Значит, кто еще хочет высказаться? Пожалуйста. Значит, мы приняли за основу, приняли его за это самое, с доработками уже, вот, небольшими, ну, большие, там много не будет это самое. И постараемся, значит, сегодня же, вот сейчас это самое, отдать это, чтобы завтра уже было. Ребята тоже, значит, дадут там это, мы дадим и в СМИ. Многословно, надо коротко, ляп-ляп-ляп. Поверь мне, как драматургу.